Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня с вами Астарта Сантья-Тара и делаем, как всегда, традиционный расклад на неделю на короля, цыганский расклад с 7 по 13 октября. Перед вами, как обычно, варианты 1, 2, 3, король бубновый, трефовый, червовый. Выбирайте. Смотрите, какие они у нас сегодня прекрасные и красивые. Выбирайте. Я перехожу к первому варианту, к королю бубновому. Итак, дорогие, и наш прекрасный король бубновый, вариант номер 1. И что для него сейчас, с чем он ходит в эту неделю? С какими-то хлопотами сердечными и интересом к сердечным хлопотам. Что-то его беспокоит, что-то его интересует. А также получил нечаянный большой, огромнейший интерес в казенном доме за, опять же, какие-то свои сердечные дела. Также в ранней дороге будет, скорее всего, где-то в бизнесе, в каких-то рабочих моментах, в каком-то социальном, может быть, доме, на работе, я не знаю, или в какой-нибудь конторе, какая-то там у него злость. Прямо он злится. Причем это было вот совсем недавно. Далее смотрим. Итак, вариант номер 1. Бубновый король. И на сердце у него некий червовый король. И под сердцем ваш интерес. Партнером я назначила к нашему королю даму треф. Под сердцем, повторюсь, ваш интерес. В голове у него в ранней дороге вы и злость на вас. И в ногах у него его чаяния и надежды, его любезности какие-то, его свой личный интерес и свидание с этим самым королем червовым. Что было? Были чаяния, надежды и любезности этого червового короля и также ваши хлопоты. Также, что может быть? Здесь у нас мы видим дама червовая, да, это может быть какая-то родственница, подруга, коллега по работе и так далее и тому подобное. Если вы точно знаете, что это любовница, то это может быть она, но это нужно знать наверняка, конкретно и точно. Итак, тут также может быть любезности этой самой дамы червовой и совместные с этой дамой червовой и ваши любезности, дорогие. Также смотрите, в прошлом, в более дальнем прошлом, мы видим здесь опять же либо дом червового короля, либо дамы червовой, и вы там же. То есть вы и червовая масть полностью у него была в прошлом. И вы, скорее всего, даже знакомы. И также было раздражение на интерес этой самой червовой масти. Но, скорее всего, это все-таки червовый король. Раздражение на интерес, злость этого самого червового короля. И также этот червовый король может сплетни водить, какие-то разговоры такие не очень красивые заводить, что может раздражать вашего короля. Что будет? Будет важный, очень важный для вашего короля разговор с червовым королем, смотрите, и почему-то злость на этот разговор. Какой-то, видимо, будет неприятный разговор с червовым королем. Также, что у нас будет? Наш бубновый король, тут что-то в будущем только он один, смотрите, и свидание с собой, либо свидание с деньгами. Видимо, получит он какую-то крупную сумму денег. И также будет он волноваться, анализировать какие-то свои интересы. Также будет разговоры, опять же, смотрите, с собой, какие-то новости он получит за себя в разговоре. Или что-то он надумает, какие-то идеи его посетят, какие-то планы он задумает. Ну, в общем, что-то он на этой недельке, наш король, сам с собой будет анализировать, обдумывать, видимо, какие-то вопросы для себя решать. Также главное на этой недельке смотрим. Какой-то нечаянный интерес он получит через свои хлопоты через свои хлопоты. Также будут ваши любезности, но ваши любезности это для него пусто. Но, скорее всего, здесь будут
от вас исходить какие-то бытовые вопросы, вы будете решать, ему помогать. Скорее всего, просто его освободить от каких-то бытовых вопросов, чтобы дать ему возможность решать свои какие-то вопросы. Скорее всего, касаемо бизнеса или работы, потому что видим мы в будущем, да, что он погрузится в себя, так сказать. Смотрим дальше. И для него свои какие-то чаяния и надежды, свидания с вами, смотрите, дорогие мои, и жизнь с вами, скорее всего, если вы живете в одном доме, и также свидание с червовым королем. Вот он никуда его не покидает. В доме у него какой-то будет важный разговор, опять же, с червовым королем. Либо в червовом доме, вот выпал туз червовый, будет важный разговор. Но вот какие-то важные вопросы наш король будет решать с королем червовым на этой неделе, никуда он от него не убежит, не скроется. На сердце у него ваши любезности, и через какие-то пустые хлопоты, через ваши любезности он получит какие-то новости и бумаги. Но это что-то такое не сильно важное для него, потому что вот пусто все это для него. Что было? А были любезности червового короля, и также были ваши хлопоты. Если живете вместе, то в совместном доме. Если нет, то это просто вы и ваши хлопоты в прошлом. Будущее что? Свидание с червовым королем и разговор с ним. На пороге что случится вот-вот, в ранней дороге, он почему-то злость на вас, смотрите. Но успокаиваться, как бы то ни было, он позлится, успокаивается вашим интересом. Знаете, здесь еще что может быть? Тут еще может быть, если вы какой-то практик, эзотерик, то в ранней дороге вы будете хлопотать за него, что-то, видимо, творить или вытворять, дорогие мои, по просьбе вашего бубнового короля. Это был вариант номер 1. Я желаю вам всего самого хорошего на этой недельке, благополучия и, конечно, не только на этой недельке, а в принципе. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте любимы. Я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пожалуйста. И перехожу к варианту номер 2. Двоечки трактую для вас и король трефовый. Что для него на этой недельке, с чем он заходит в период? Король бубновый какой-то и хлопоты сердечные. Бубновый король, скорее всего, это персонаж связан с работой, с какой-то социальной активностью нашего короля. Также будет злость большая, прям на себя. Что-то наш король на себя будет злиться, раздражаться, будет недоволен собой, какая-то самокритика, и причем здесь прям такая большая. Прям он что-то будет грызть себя и недоволен будет. Также будет переживать за какого-то казенного короля. И также здесь любезности бубнового короля. Смотрите, вот они. Переживания за казенного короля. И, скорее всего, возможно, еще будут переживания из-за бубнового короля. Но бубновый король к нему со своими любезностями, поэтому здесь ничего такого страшного для переживаний я не вижу. Также может быть плохое самочувствие нашего короля. Смотрим дальше. Итак, дорогие дочки, и король трефовый. На сердце у него какая-то ранняя дорога. Ранняя дорога некой червовой дамы, либо червового короля. И под сердцем казенный король. В голове интерес червовой масти короля или дамы. И в ранней дороге что-то он будет, скорее всего, обсуждать дальнюю дорогу. Либо в ранней дороге через интересы червовой масти короля червового или дамы червовой будут решаться какие-то вопросы касаемо будущего. В ногах у него пустые хлопоты. Сам он будет хлопотать, но тоже все это пусто и раздражаться, опять же злиться на себя. Но вот что-то такое произойдет, что-то где-то он, видимо, накосячит и будет на себя злиться. Что было? А в ранней дороге был какой-то важный разговор в казенном доме.
И важный разговор был, дорогие мои, с вами. И разговор тоже был с вами. Партнером для него я назначила даму Бубновую. И тут, смотрите, бубновая масть ваша, и разговор был с вами в неком казенном доме, либо за казенный дом. Также в прошлом были ваши чаяния и надежды, но он почему-то злился. Злился на вас, на ваши надежды и так далее. Также был с вами большой крупный разговор, либо была такая ссора. Что будет? Будете вы со своим свиданием, со своим разговором, и в разговоре, скорее всего, вы будете обсуждать некую даму червовую. Также это может быть просто появление некой родственницы, подруги, коллеги по работе, может быть, какого-нибудь ревизора, проверяющего, я не знаю, что там будет. Также смотрите, здесь ваш интерес к нашему королю. И также здесь поступление какой-то крупной суммы денег будет. И смотрите, ваши любезности, и опять же, тут король червовый. Что тут может быть? Это могут быть какие-то некие родственники. И вот на этой недельке они тоже не покидают нашего короля Треф, как и родственники, либо друзья, какая-то чета, друзей или что-то такое, родственников каких-нибудь на этой неделе никуда не покидают. И также вы просто можете разговаривать или ходить в гости к этой вот самой паре. Также, что главное на этой недельке для нашего короля, смотрите, здесь он получит какие-то новости через ваши любезности, дорогие дамы бубновые. Также будет разговор, опять же, с этой червовой мастью, либо за червовую масть, и будет он переживать за все это дело, и за вас, и за червовых его друзей, родственников или коллег по работе. За все это он будет переживать. И также смотрите, на этой неделе и в прошлой раскладке, и в этой раскладке не покидает нашего короля девятка пик. Возможно, он будет плохо себя чувствовать. Смотрите, следите за своим королем. Смотрим дальше. И смотрим для него разговор с вами, ваш интерес, дорогие мои дамы бубновые, и какие-то новости он получит от вас. Также тут, видимо, ждет он все-таки какие-то денежки, потому что они раскладки его и не покидают. Видимо, ждет он деньги, либо какие-то важные для него бумаги. В доме у него вот занят он будет с собой и какими-то своими делами и будущим. В ранней дороге будет у него, видимо, что-то он обсуждать, обдумывать свою дальнюю дорогу. Какие-то важные вопросы будет решать, но почему-то один, видимо, что-то будет решать, анализировать, планировать и так далее. А на сердце у него вы, ваша любовь и какие-то пустые хлопоты. Я не думаю, что вы для него пусто идете, потому что тут, смотрите, пиковые хлопоты, это значит пустые хлопоты, так как мы видим, что здесь для него вы и ваш интерес важен. И на сердце тоже выпадаете вы и какие-то, видимо, пустые хлопоты. Что было? Были ваши хлопоты, и почему-то он на них прям злился и раздражался. Также через ваши хлопоты, возможно, он получил какие-то сплетни и неприятные такие новости мог через вас получить за себя. И в ранней дороге, простите, Господи, я уже заговариваюсь. В ранней дороге все это было. И также в ранней дороге у него был король червовый. Что будет? Будут, смотрите, два короля у него идут. Это, видимо, по работе. Король червовый, король казенный и интерес этого самого червового короля. И он, этот червовый король, со своим интересом к нашему королю. На пороге, вот-вот в ранней дороге будет разговор с вами, такой крупный разговор, и
будет он злиться и раздражаться на этот разговор. И успокаивается он все равно вами и вашей любовью, вашими любезностями. Смотрите, все-таки вы для него на этой недельке прям важны, нужны. Никуда он без вас не может. Если вы эзотерик, практик и так далее, он будет, скорее всего, вас просить что-то. Кстати говоря, второй вариант, и также выпадает дама пиковая. Если вы, повторяюсь, эзотерик, практик, будет он вас просить что-то сотворить или вытворить для него. И это был второй вариант, дорогие. Я желаю вам благополучия, здоровья, конечно, любви. Будьте счастливы, будьте любимы, берегите себя. Ставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. И я перехожу к варианту номер 3. Троечки, дорогие, ваш вариант. И заходит в недельку наш король с разговорами какими-то деловыми в ранней дороге. Также тут на работе, скорее всего, все у него складывалось, все получалось. И строил он какие-то планы, бизнес-планы. Также была злость и раздражение на некую даму Бубновую, на ее любезности, на ее, видимо, интересы. Кто такая дама Бубновая, решать вам, потому что партнером я к нашему королю назначила даму Треф. Да, тут выпала, смотрите, трефовая масть одна, но так как ваша карта не выпала, здесь я трактую пока все с позиции бизнеса, каких-то его деловых вопросов, переговоров и так далее. Кто такая дама Бубновая, повторяюсь, решать вам, если точно знаете, что любовница, значит любовница, но он злится на нее и раздражается. Если таковой нет, то здесь, скорее всего, какие-то тоже деловые, социальные вопросы он решал с некой дамой Бубновой. Это может быть, не знаю, банковский работник, бухгалтер на его фирме, к примеру, там, я не знаю, секретарь, либо какая-то родственница и так далее и тому подобное. Решать вам. Перехожу дальше. Троечки, дорогие, трактую для вас и на сердце нашего короля Червового какая-то сильная злость и под сердцем казенный король. Смотрите, он может злиться, раздражаться на некого казенного короля. В голове у него, вот смотрите, вы выпали, так что теперь трактую с позиции вас. И здесь разговоры, свидания с вами и с надеждой и со своими чаяниями он к вам, наш король. В ногах у него свидание с некой Бубновой дамой и чаяние и надежды ваши. Опять же, смотрите, эта Бубновая дама никуда не девается, и вы, скорее всего, знакомы, и это может быть родственница, или, как я уже говорила, повторяюсь, клерк в банке, бухгалтер его на фирме, секретарь и так далее и тому подобное. И вот никуда, видимо, тесно он с ней как-то связан и общается. Что было? Был интерес ваш, интерес этой Бубновой дамы и разговор с этой самой Бубновой дамой. Также вы со своим интересом, да, и здесь он мог получить в прошлом какую-то большую крупную сумму денег. Также здесь были любезности. Ваш король, видимо, как-то хлопотал, что-то планировал за какой-то нечаянный интерес. За что-то ему нужно. Вот он всеми силами пытался это что-то получить. Также в ранней дороге было свидание с вами, дорогие мои дамы. Что будет? Будет он злиться и раздражаться на любезности этой Бубновой дамы, как я и говорила уже в предыдущей раскладке. Вот смотрите, и заходит он с этой злостью, раздражением этой Бубновой дамы и на ее любезности. Вот она его раздражает. Видимо, она настолько навязчива, что злит это и раздражает нашего короля. Также в ранней дороге были вы. Будете вы, точнее, это уже будущее. Да, в ранней дороге будете вы. И также будет он хлопотать за какой-то свой интерес. И
Главная линия на этой неделе, смотрите, у нашего короля. Какие-то новости он получит через какой-то важный, большой, крупный разговор. Также будут ваши любезности, но это все пусто для нашего короля. Видимо, здесь какие-то бытовые вопросы вы будете решать, что для нашего короля не сильно важно. Также, что может быть? Также он может новости получить в разговоре с вами, какие-то важные новости для него, и разговор будет какой-то крупный, какой-то важный жизненный разговор, может быть, дорогие мои. Смотрим дальше. Троечки, дорогие, и для него свой интерес и какая-то злость на какие-то бумаги или на какие-то новости. В доме у него какой-то большой, крупный разговор будет через интерес бубновой дамы. Вот эта бубновая дама, опять же, смотрите, выпала, никуда она от него не уходит. Будет какой-то разговор, чуть ли не скандал, скорее всего. И также здесь поступление каких-то денег. Также на сердце у нашего короля вы какие-то пустые хлопоты и любезности этой бубновой дамы. Но как-то все это может быть ему пусто. И вы почему-то пусто идете, но раз на сердце выпали, то не так уж и пусто. Скорее всего, просто как-то он хлопочет за вас. Еще знаете, как может быть, что он хлопочет за вас, но что-то у него как-то не получается, или он как-то неправильно делает, или что-то вот... Короче, пусто. Выхлопа нет от его действий. Что было? Была эта бубновая дама, свидание с этой бубновой дамой в доме нашего короля червового. Либо, если не в доме, то просто свидание с бубновой дамой было у него в прошлом. Также в ранней дороге у него было свидание с вами, с вашими чаяниями и надеждами. Видимо, вы ему рассказали о том, что вы желаете, о том, что вы хотите и так далее и тому подобное. Так ему и вы сказали: я хочу то-то и то-то. На пороге, что будет вот-вот. Он надеется на некого казенного короля, и будет разговор с вами. Либо за казенного короля, либо вы будете втроем что-то обсуждать, но какой-то будет разговор. И успокаивается он, дорогие мои, свиданием с вами. То есть, как бы то ни было, здесь он, видимо, хлопотать будет за вас. Сильно выхлоп получать не будет от вас. Видимо, он не получит каких-то положительных эмоций, либо похвалы, либо вот чего-то такого, что он ждет, либо будет недополучать от вас, и это будет ему не хватать. Но в любом случае, смотрите, успокаивается вами, дорогие мои. И я желаю вам благополучия, всего самого хорошего. Будьте любимы, будьте здоровы, будьте счастливы на этой недельке, и не только, и вообще. Берегите себя, любите себя. Ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал. Я с вами прощаюсь. До встречи.